Здравствуйте! Доброе утро! И это замечательное утро среды. Встречаем с вами мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Мы желаем вам хорошего настроения, отличного дня. Да, продолжается масленичная неделя, а еще сегодня 14 февраля, День Святого Валентина, День влюбленных. Оба праздника в преддверии весны, оба светлых и радостных дня. Итак, мы начинаем. День Святого Валентина. Где и как его отмечать? В стиле «Каким должен быть макияж в молодом возрасте?» Приятного аппетита! Рулет ко дню всех влюбленных. Итак, сегодняшний день в календаре праздников один из самых романтичных, наверное, кроме дня свадьбы. Принято к нему готовиться загодя. Готовят обычно подарки и сюрпризы, которые не только расскажут о своих чувствах, но и запомнятся надолго, как минимум, до следующего дня Святого Валентина. А там по новому кругу подготовка, подарки, романтика и добрые воспоминания. Кто из вас знает, что такое любовь, как она выглядит, что она значит? Смотреть в глаза с замиранием сердца и не находить слов, теряться и смущаться, словно подросток, снова и снова открывать что-то друг в друге, переживать минуты отчаяния, когда кажется, что ничего уже не вернуть. Все это любовь. Она у всех разная и в то же время удивительно схожа. Порой, найдя ее, горько жалеем, но прожить без нее уже не можем. История любви Наргизы и Фаниса весьма забавная. Они учились в одной школе, знали друг друга долгое время, но особого значения своему знакомству не придавали. Лишь спустя годы, будучи уже студентами, судьба решила свести их вместе. С Наргизой мы познакомились еще будучи учениками, познакомились в школе. Честно говоря, мы друг друга особо не замечали, просто привет-привет. Спустя уже много лет мы встретились с ним на концерте, как-то так встретились, поздоровались, а потом начали общаться. Тогда я, наверное, понял, что это тот человек, с которым я хочу быть и который меня очень заинтересовал, вдохновил. Наше первое свидание. Мы решили встретиться вечером, попить кофе, погулять. Я приехал за ней, мы с ней гуляли в парке, взяли кофе. И начали как-то так общаться. Дальше все закрутилось, завертелось, даже сами, наверное, того не ожидали. Как и многие влюбленные, ребята любят отмечать круглые даты. Их отношениям в этом году исполняется 2 года. Интересно, каково это, когда твой личный праздник совпадает с днем всех влюбленных? Наш предстоящий такой совместный праздник. В планах у меня есть купить путевки и полететь в Европу. Возможно, это будет чуть попозже, но сам подарок хочется преподнести именно такой. Решила собрать, в общем, все наши воспоминания. Заказала альбом красивой ручной работы и решила, что туда приклею, вставлю все наши фотографии, чтобы это было так на долгую память, наверное. Такой запоминающийся подарок. В наш век всеобщей занятости в круговороте дел зачастую некогда уделить внимание своей второй половинке. Так давайте же хотя бы в такие дни, как сегодня, будем думать и говорить только о любви и любимых. Помочь в проведении этого дня оригинально и романтично готовы сегодня многие. Вот и в Национальном музее Татарстана этот день будет особенным. Павел Краснов, научный сотрудник отдела музейных образовательных программ Национального музея Республики Татарстан, сегодня у нас в гостях с рассказом, какие сюрпризы для посетителей приготовили в День влюбленных. Павел, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро всем, здравствуйте. Поздравляю с этим прекрасным праздником, с этим позитивным днем, Днем Святого Валентина. Национальный музей. Вас тоже, да. Спасибо большое. Да. Что приготовил Национальный музей, рассказывайте. Вот именно в этот день, какая будет программа для влюбленных? Сегодня очень обширная и позитивная программа для всех желающих. Можете посетить и прийти к нам в Национальный музей. С 14:00 до 18 часов будет проходить наше веселое мероприятие под названием «О любви и не только». Откроет данное мероприятие в 14 часов встреча
я бы сказал, с очень удивительным человеком. Она является учителем Убиевской школы имени Дементьева, а помимо этого финалисткой конкурса красоты, материнства и семьи. Начкабиль, абсолютно верно. Куракина Наталья Николаевна. Она является мамой аж 6 детей. Героиня. Героиня, действительно. Это настоящая красавица. Это точно. И все слушатели наши могут для себя понять определенные и главные элементы семейных ценностей, чем и поделится с нами Наталья Николаевна. А после этого она даже проведет мастер-класс по изготовлению пояса-оберега, своеобразного баланса между верхним миром человека и нижним, между духовной стихией и физическим миром. Так, это еще какие-то мероприятия сегодня? Что-нибудь романтическое, да. Обязательно. Мы никогда не отступаем от своих традиций. Романтическое мероприятие также мы подготовили, разумеется. Все желающие, мы всех приглашаем, всех влюбленных, всех потенциальных молодожен пройти наши испытания в Национальном музее. Испытания основываются на семейных реликвиях, семейных традициях. Нужно будет проходить сквозь залы Национального музея, сквозь экспозиции. Или сквозь огонь, воду и медные трубы. Абсолютно верно, можно и так сказать. Да, пройдя все испытания, они довольно веселые и забавные, и легкие, я бы сказал. Легкие самое главное, потому что придет парочка, да, а потом такой, чтобы не отпугивать, да. Не отпугивать, точно. Да, Павел, есть еще одно испытание. Ну, как испытание? Шуточный ЗАГС. Для кого испытание, а для кого и приятность, в общем, некоторая. Вот видите, уже, да, конфликт. Шуточный ЗАГС, что это такое, как это работает? Вы прям предвосхищаете мои слова, потому что именно финальным аккордом этих испытаний... Как обычно в жизни бывает. Как обычно, точно. В романтических отношениях. Будет как раз тот самый шуточный ЗАГС, о котором мы с вами уже начали говорить. Ну, в юмористической форме мы сможем зарегистрировать отношения как раз-таки потенциальных наших молодых людей, которые, может быть, в будущем официально захотят зарегистрировать их. Такой интересный Ну, главное сказать, что он шуточный. Да, так. Обязательно. Много раз. Заманить избранника своего, он шуточный. Ну, это мы все для тех, у кого большая любовь еще впереди. Ведь есть у нас и пары, которые долго-долго в браке, да, много лет живут вместе. Какие-то есть мероприятия для молодоженов, вернее так, для супругов со стажем? Да. Супругов, достигших определенного семейного статуса, бриллиантовой свадьбы, золотой свадьбы, мы будем их чествовать в нашем конференц-зале сегодня в 4 часа дня. Мы приглашаем еще раз всех желающих, всех слушателей, потому что это необычное мероприятие. Мы проводим чествование совместно с управлением ЗАГС. И все, кто достиг определенного статуса, будут награждены памятными призами, грамотами и сертификатами. Да, ну народ наш любит вообще призы, какие-то подарки. Вот будут ли какие-либо подарки? Не только семейным парам? Да, мы стараемся обязательно вносить историческую такую лепту и даем памятные призы от Национального музея. Определенные значки с аббревиатурой НМРТ, Национальный музей Республики Татарстан и так далее. Ну и вкусные призы тоже будут. Я слышала, что еще фотосессия будет. Подарочная, да. За что она? Вот эту акцию, данный флешмоб, мы устроили заблаговременно до сегодняшнего дня, до 14 февраля. Любой желающий, молодой человек со своей девушкой, могли сфотографироваться в залах Национального музея, выложить эту фотографию на сайте у нас или разместить на своей страничке ВКонтакте с хэштегами «Национальный музей о любви и не только». Помимо этого, они имели возможность прислать на электронную почту Национального музея романтическую историю своей любви. И таким образом мы собрали определенный список таких людей и по рейтингу будем, скажем так, его составлять и награждать победителей. Кто признался друг другу в любви более романтично, более любовно. Оригинально. Да. Подождите. Кто члены жюри? Кто будет определять? Коллеги ваши? На этом мероприятии будет присутствовать и генеральный директор Национального музея, и управление ЗАГС. То есть мы тут все делаем достаточно серьезно. То есть они люди тоже с опытом, они знают, что романтично, что не романтично. Да. Ну что, спасибо большое, Павел. Желаем вам успешного дня. Сегодня он для вас трудовой. Но это приятная, наверное, приятная забота. Очень приятная забота, согласен. Говорить о любви и пропагандировать. И тоже с праздником вас. Всех с праздником. Всех. Любовь побеждает. Удачи вам. Мы сейчас отправляемся на рекламу. После этого продолжим. У нас будет много всего интересного впереди.
И снова здравствуйте, и мы начинаем традиционный гороскоп на сегодня. Представители первых 6 знаков зодиака. Внимание, ваш астрологический прогноз прямо сейчас. У Овна ярко проявятся таланты в творческой сфере. Романтические порывы Овна дойдут до апогея, поэтому от поклонников отбоя не будет. И это замечательно в такой-то день. Это всегда замечательно в любой день. Да. Тельцы, вы сможете встать у руля крупной фирмы, если до этого проявили свои организаторские способности. Знакомство с новыми людьми принесут Тельцу массу перспектив и впечатлений. Близнецы покажут себя в той стороне, в той сфере, которую раньше скрывали. В общем, раскроют все свои потенциалы внутренние. Учтите, что все ваши замыслы пойдут на пользу окружающим. Счастье в любви подарит незабываемые мгновения. Раку предсказано знакомство с людьми, которые повлияют на настроение и жизнь в целом. Только не фантазируйте о том, чего нет. Будьте реалистом. Львам создать ощущение легкости и праздника вам помогут приятное общество, свежий оригинальный наряд, яркий переливающийся аксессуар, модные эффектные прически. Яркий имидж важен не только для женщин, но и для мужчин и львов. Ну, конечно, это же лев, да. Царь зверей. Девы могут не придавать большого значения своим прихотям, зато успешно создавать ощущение праздника другим людям. Стоит немного изменить любовный сценарий. Например, назначить встречу в незнакомом месте или заказать на ужин экзотическое меню. Тем более сегодня такой день. Хорошо, запомнили, остановились. Продолжим в конце программы. Это был гороскоп для первых 6 знаков зодиака, но мы пока поменяем тему. Возможно, среди вас есть такие, кто стесняется или не решается говорить слова любви. Тогда вам поможет язык цветов, и правильно подобранный букет скажет все за вас. Ну или прибегнуть можно к кулинарным рецептам. В День Святого Валентина стоит приготовить что-то особенное, опять-таки для любимых. Вы все еще не знаете, чем удивить любимого человека на 14 февраля? Хватит дарить картонные открытки. Побалуйте свою половинку нежнейшим рулетом ко Дню Святого Валентина. Аппетитный бисквит, невесомый сливочный крем, свежие ягоды и очаровательное сердечко внутри. Устоять невозможно. Для приготовления рулета просейте и перемешайте 120 граммов муки, 25 граммов крахмала и 1 чайную ложку разрыхлителя. В отдельной миске соедините 4 яйца, 2 столовые ложки воды, щепотку соли, 125 граммов сахара и 20 граммов ванильного сахара. Тщательно взбейте до полного растворения сахара. Продолжая взбивать, введите частями сухую смесь. Добавьте в массу краситель и перемешайте до однородности. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом. Разровняйте и выпекайте при 180 градусах по Цельсию в течение 10 минут. Поместите корж на полотенце, подпыленное сахарной пудрой. Сверните теплый корж в рулет и дайте полностью остыть. Испеките еще один корж, используя остальные компоненты. Дайте остыть и вырежьте фигурные заготовки. Смажьте заготовки окрашенным кремом и соедините между собой. Заверните в пергамент и уберите в морозильную камеру. Аккуратно разверните рулет и равномерно распределите белый крем. Выложите заготовки и снова аккуратно сверните рулет. Украсьте свежими ягодами и подавайте на стол. Итак, дружными хороводами и веселыми песнями приглашает проводить уходящие морозы и тающие снега в острове Граде-Свияжск в грядущие выходные. Что ждет всех, кто решит отпраздновать Масленицу там, узнаем у Аллы Елисеевой, начальника отдела туризма музея-заповедника «Остров Град-Свияжск». Здравствуйте, Алла. Да, здравствуйте. Вы так замечательно выглядите. Комплимент вам вначале. Да, чувствуется праздник. Спасибо, Алла, да, для нас это очень давайте поговорим про Масленицу, Масленичная неделя. Какие есть самые яркие и главные мероприятия? Да, ну, во-первых, мы приглашаем всех гостей Республики Татарстан, города Казани, жителей на наш замечательный праздник, традиционный, очень любимый, особенно вкусный, красивый, яркий, замечательный. Мы будем проводить мероприятия на протяжении всей недели. У нас проводится в Центре детского досуга «Сказка»
программы для детей школьного возраста. Это особо пытливая аудитория, которая тоже узнает об истории блинов, узнает о традициях. Есть возможность провести мастер-классы. Также субботы и воскресенье. Один из них день — это суббота, 17 февраля. Это, наверное, такие основные уже будут, более такие масштабные. Да, основные гуляния начинаются с субботы и воскресенья. В первый день для организованной группы. Ведь наши партнеры, которые тоже у наших гостей, у которых есть возможность соединить экскурсионную программу, знакомство с островом, замечательным праздником и быть самым активным участником данного мероприятия. И, конечно же, основной день — это воскресенье, традиционный день, где в программе хороводные игры, молодецкие забавы. Замечательная забава, которая нравится всем нашим гостям, это стенка на стенку и взятие снежной крепости, которая устанавливается. Без жертв. Очень увлекательная, интересная забава, которая привлекает всех от мала до велика. Масленица — это праздник, где есть возможность сближения разных поколений, поэтому каждый найдет по душе себе занятия. И, конечно же, мероприятие завершается прекрасным огненным шоу, сказкой и сжиганием чучела Масленицы. Также не обходится традиционно без главного шествия чучела Масленицы по главным улицам Свияжска, поэтому получает замечательные отзывы, красивые фотографии о пребывании на наших мероприятиях. Поэтому везде будет радостная атмосфера, окружающая, солнечная, яркая. Каждый останется замечательным впечатлением о посещении данного праздника, поэтому всех приглашаем. Да, меня вот интересует, так как любителя поесть, скажем так, главный символ, конечно же, это блины. Какие будут блины? Чем удивите? И, наверное, тестом запасайтесь в промышленных масштабах. На самом деле, да, огромное количество блинов, разнообразие готовят наши точки питания, представители кафе и ресторанов, а также уличные площадки с блинами. Ну, конечно же, у нас Свияжск находится в окружении воды, большое количество рыбы, поэтому традиционные блины с рыбой. С икрой. С икрой, да, тоже все ждут, спрашивают, конечно. Поэтому также блины будут готовиться на открытом воздухе, на улице, специально перед гостями, блины, оладушки, все традиционные блюда в нашей Масленице, поэтому каждый останется еще и с вкусными впечатлениями от пребывания на Свияжской Масленице. Ну и самые юные, конечно, наши участники, дети. Я думаю, для них это самый большой праздник. Конкретно, что для маленьких юных посетителей приготовлено? Ну, кроме сожжения чучела, кроме взятия. Вот для детской аудитории у нас есть Центр детского досуга «Сказка», который как раз представляет возможность нашей детской аудитории найти себе занятия по своим интересам. Проводится уже на протяжении Масленичной недели и в дни основных праздничных гуляний. Это интерактивная программа. Масленица пришла, весну позвала. Как раз они узнают о мастер-классах, как готовятся куколки чучела Масленицы, какие есть традиции, какая история Свияжска. Кстати, а девочек будут учить печь блины? Девочек будут учить есть блины. Рассказывают об искусстве, рассказывают, как это будет проходить, чтобы потом уже каждый как раз из наших маленьких хозяюшек могли попробовать себя уже в этом замечательном деле. Также все музеи в этот день открыты, как и на протяжении всего времени. И музей истории Свияжска в классе гимназии, где есть возможность сесть за парты, взять старинные ручки с перьями и написать масленичное задание интерактивно, которое будет проводиться практически каждый час в основные часы мероприятия. И есть возможность почувствовать себя и учеником, и в то же время узнать очень много интересного о нашей Свияжской Масленице и в целом о замечательном празднике. Отлично. Так, Светлана, все, планы на выходные у нас есть. Едем в Свияжск, едим блины и веселимся, развлекаемся. Алла, спасибо вам. Мы желаем, чтобы праздник удался на все 100%. Мы приглашаем вас на наше вкусное мероприятие. Приедем обязательно. Спасибо. Ну что ж, в продолжении разговора о детях. Давайте узнаем у них, для чего людям нужны пальцы. Вот что они об этом думают. Отгадайте, что у нас на ручках? Это пальчики! У всех на руке очень много пальцев. Большой, мизинец, безымянный. Если их сломаешь, тогда потечет кровь и тебя в больницу увезут. А маме они нужны, чтобы варить кашу, носить кольцо с бриллиантом, а без кольца некрасиво. Пальцы нужны, чтобы крепко держать ложку. А если бы их не было, мы бы ели языком суп, как кошка. Хорошо, что пальцев много. Можно делать все, что угодно. Можно держаться даже за руль велосипеда, и когда точно не упадешь. У нас есть 5 пальцев на одной руке и 5 пальцев на другой руке. Они нужны, чтобы щупать и играть. А на пальцах есть
ногти, чтобы их стричь, а мама не стригла ногти, потому что они их выращивают и красят, чтобы были красивые пальчики. Пальцы нужны, чтобы держать вилку, звонить по телефону, потому что там маленькие кнопочки. А еще есть пальцы на ногах. Откуда они? Я не знаю. Зато я знаю, зачем у кошечки пальцы, чтобы лазить по деревьям. Мяу. У всех людей очень много пальчиков. На одной руке 5 и на другой руке 5. И получается 10 пальцев. С ними можно играть, кушать. А если бы у нас не было пальцев, то мы не могли бы взять ни ложку, ни игрушку, ни вилку. А пальцы на ногах нам нужны, чтобы мы не падали, когда ходили. А то если бы мы упали, то тогда бы у нас вот такая шишка была. Ну, погоди, вспомнился сразу. Вот юная леди еще пока не знает, для чего дамам нужны пальцы. Открой секрет. Мне вот лично нужны пальцы, во-первых, чтобы носить кольца с бриллиантами. Конечно, конечно. Ну, а теперь пока от темы 14 февраля перейдем к искусству, вот к этому. Пока мы встречаем нашего очередного гостя, это молодой кинорежиссер Амир Галиаскаров. Амир, доброе утро вам. Здравствуйте. Мы знаем, что на днях в рамках альманаха татарстанские шорты, шорты — это короткие фильмы, да, шортс, «Черный квадрат», был показан ваш короткометражный фильм. О чем он? Расскажите вкратце. Фильм называется «Солнечный ветер», и он рассказывает о слепом с рождения парне, которому возвращается с помощью операции зрения. И мы видим год его жизни, когда он путешествует по миру, с девушкой своей общается. И в конце фильма, к сожалению, он это зрение опять-таки теряет. Уже на этот раз навсегда. Мы знаем, что этот фильм есть в открытом доступе в YouTube, да? Любой желающий может посмотреть. «Солнечный ветер», обратите внимание. У нас есть отрывочек, да? Если я не ошибаюсь, мы можем взглянуть на него, чтобы понимать, о чем мы говорим. Ну, это уже период... Его прозрения. Прозрения, да. Итак, Амир, это момент, когда человек уже прозрел, но для того, чтобы прочувствовать фильм, да, нужно понимать, что первую половину фильма, в общем-то... Весь фильм мы смотрим глазами героя, то есть мы видим его глазами, когда он еще в повязке сидит, потом повязку с камер, грубо говоря, снимает. И этот фильм, вот этот клип, это нарезка его воспоминаний за год. Это когда вот люди, как говорят, перед смертью видят свою жизнь. Так вот, человек перед тем, как уже ослеп, как бы вспомнил весь год своей жизни и понял, что это был невероятно насыщенный год для него. Стоит сказать, что это все-таки короткий метр. Да, короткометражная работа. Весь фильм длится всего лишь 13 минут. Вам удобно было в таком коротком формате рассказать историю? Каково это было, да, вот уместить все это? Или это даже лучше, чем растягивать на полнометражный Да, конечно, это история не полного метра. Есть всего лишь такое высказывание, а не целое, как говорится, стихотворение, да. Оно короткое, емкое, и растягивать его дальше нет никакого смысла. Амир, солнечный ветер – это проблема социальная, проблема слепых людей, или это какая-то более широкая философия? Широкая философия о том, как люди прозревают вот в ментальном.
внимание? Слепота – это лишь инструмент. У меня был, может быть, и глухим, и инвалидом каким-нибудь, до которого мы протезы сделали. Просто про то, что люди иногда не ценят то, что у них есть. И вот он даже не ценил, он говорил в начале фильма, что то, что я родился слепым, мне не с чем сравнить, что такое иметь зрение, поэтому я особо-то и не переживал. Теперь ему вот была дана такая возможность. И мне кажется, он понимает. Это вдвойне, мне кажется, еще это больнее. Да, то, что и мне писали люди, и на Ютубе даже комментарии есть, что это человек, который говорит, я медленно теряю зрение, говорит, оно пропадает, и я прекрасно понимаю, каково это, говорит, и он плакал от этого фильма. Возможно, этот человек уже сейчас зрение потерял. Этот комментатор. Хотя, говорит, у него прям ухудшается с каждым днем. Это было 4 года назад. Очень грустно. Ну, давайте в целом о творчестве. Да? Мы знаем, что вы не только в российских конкурсах принимали участие, но и зарубежных. Как зрители принимают это в целом? Как у нас, как за границей? Да, он в Париже прокатывался в нескольких кинотеатрах в рамках фильмах «Россия о любви». Такой был фестиваль 2 года назад. И даже иностранные зрители, и наши зрители принимают тепло. Это меня очень удивило, хотя фильм является очень экспериментальным. Первые 5 минут изображения практически не существует, и люди не уходили из зала, не выключают видео, смотрят, и их за это цепляет. Я был очень удивлен, что он вроде как такой очень авторский фильм, но при этом на массу очень сильно... А сценарий кто писал? Я писал сценарий весь, и музыку, и монтаж, и короче, все, что можно было в этом фильме делать, делал сам. Ну и еще одно короткое пожелание, Амир. Желаем вам творить, цеплять сердца, души людей и заставлять нас всех прозревать. Спасибо вам большое. Все, Амир, спасибо вам большое, удачи в творческом процессе. Сейчас реклама короткая, мы продолжим. Оставайтесь на ТНВ. Здравствуйте, мы продолжаем утренний эфир в День Святого Валентина. Меня поймет любая женщина. Есть секреты красоты, к которым мы прибегаем по особым дням. Сегодня именно такой. К примеру, в преддверии весны нанести легкий макияж, незаметный, но действенный, чтобы очаровать. У нас есть сюжет, давайте мы посмотрим и узнаем все ваши женские секреты красоты. Каждая юная девушка мечтает выглядеть ярко и женственно, но не всегда представления юных модниц о красоте бывают приняты обществом. Есть желание казаться взрослой, спрятать возможные недостатки, но необходимых навыков и опыта часто не хватает. Молодость и так прекрасна, и подростковый макияж в столь юном лице не должен быть таким ярким и тяжелым. В качестве основы может даже выступать жидкий хайлайтер, который будет сиять на коже, а после нанесения тонального средства подсвечиваться изнутри, создавая очень свежий цвет. Именно в этом возрасте такие средства абсолютно не опасны и, наоборот, играют нам на руку. Никогда не нужно перебарщивать, это может придать вам возраста и сделать ваш вид неестественным. Слой должен быть очень тонким и невесомым. У вас нет задачи перекрыть вашу кожу, только подчеркнуть и выровнять ее цвет. То, что отлично подойдет для подросткового макияжа, это румяна. Румяна вы можете использовать как кремовые, так и сухие. Кремовые румяна дают более естественный финиш, и румянец выглядит очень натурально. Сохраняется тренд на естественные пушистые брови, когда мы не прорисовываем четких контуров. Закрываем глазки и наносим кремовые тени на подвижное веко, чуть-чуть заходя на орбитальную косточку. И обязательно очень аккуратно оттушевываем любые средства в кожу, чтобы отсутствовали четкие границы. Я не рекомендую в подростковом возрасте делать стрелки или яркие подводки. Ограничьтесь либо коричневым карандашиком, либо просто коричневой подводочкой. И мы добавляем, разумеется, тушь для ресниц. В качестве губных помад и блесков нужно выбирать очень естественные, нежненькие цвета. Мы наносим тонким слоем на губы средства, не увеличивая и не корректируя форму, насколько это возможно. Для молодой кожи рекомендую использовать хайлайтер, чтобы подсветить объемы лица,
подчеркнуть нашу молодость и свежесть. Если вы используете косметические средства и тональный крем, помните о том главном правиле, что косметика перед сном хорошо вымывается из кожи. То есть мы используем специальные средства для снятия косметических средств. Только в этом случае ваша кожа не пострадает от использования косметики. Следим за своей кожей, очищаем, тонизируем и увлажняем. Умело наложенный макияж подчеркнет красоту и обаяние, придав лицу очаровательный образ. Ну и безо всякого макияжа всегда прекрасна наша очередная гостья Айгуль Валиуллина, молодая и очень талантливая певица из Казани. Айгуль, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Конкурсы. Вы уже много где побывали. 2 голоса, шоу-успех, детский голос. Что дают вам участие в этих проектах? Конечно же, большой опыт, новое общение. Также поражения и победы, то есть дает новое вдохновение, и у меня просыпается новое желание что-то новое делать, что-то новое придумывать. Покорять новые вершины. Да. Но самое главное, тебя как-то не угнетает какие-то неудачи? Нет. Все нормально. У нас есть нарезка твоих выступлений. Давайте посмотрим, мы посмотрим на тебя еще разок. Со стороны, да, со сцены. Я бы хотела нарисовать мечту. I hope Cheap Thrills. Этот юноша, с которым ты пела, Свет, узнала, кто это? Кристиан Костов? Да. Парень, который выиграл Евровидение. Второе место, по-моему, занял, да? Болел за него? Да, я безумно за него болела. Я общалась с ним на протяжении этого конкурса, и вообще мы с ним общаемся очень хорошо. И я очень сильно волновалась за него, потому что мы с ним очень хорошие друзья. И, соответственно, когда я его вижу на сцене, мне, внутри происходит такой трепет за него, и вот такое волнение, то, что хочется быть рядом с ним и просто сказать ему: удачи тебе, пожалуйста, там все, чтобы у тебя было хорошо. Но, видимо, твои желания все-таки до него дошли. Да. Надеюсь, это было так. Да, вот мы еще заметили. На детском голосе Дима Билан, буквально самый первый, на первых секундах повернулся. Вот каковы твои ощущения были на тот момент? Как мне память моя подсказывает. Все в тумане. Но, в общем, он повернулся, и я такая: ого, ничего себе. То есть ты уже подумала: я уже там. Нет, я об этом уже не думала. Я, кстати, забыла как-то об этом, то, что я уже там. Я просто увидела его, и я такая: о боже мой, Дима Билан, о боже мой, нифига себе. Но это было в голове, а петь ты продолжала, тем не менее. Да, конечно. Я думаю, это профессиональный навык, да. Шоу должно продолжаться, чтобы не происходило вокруг, да. Горит сцена, Дима Билан повернулся, водопад, наводнение, ты должна петь. Профессионал, конечно. Юный профессионал. Еще один был интересный момент. На шоу «Два голоса», если я не ошибаюсь, тебе довелось петь с твоей мамой. Да. Почему это произошло? Как это произошло? Да, и вообще, как она влияет на твое творчество? Начну с того, что мои родители, они меня с самого детства приучают к музыке, то есть когда я была еще совсем маленькая. То есть это их желание было или твое тоже? Потому что я знаю, что вот меня мама отдала как-то без особого желания. Нет, это как-то происходило уже тогда, когда мама была еще беременна мной, потому что внушила. Она мне это не внушала, она просто всегда пела, и, то есть, была беременна мной и пела, и, соответственно, у меня это как-то вот так вот все закрутилось, завертелось, я тоже стала заниматься музыкой, и папа у меня тоже музыкант, и, как тут не быть?
Певичкой. Певичкой, заметьте, да, певицы. Ну и, еще один момент. Нам сейчас редактора подсказывают, что нам поступают звонки от твоих фанатов. Они задают вопрос личный. Если не хочешь, можешь не отвечать. Но все-таки ответь, сегодня 14 февраля. Твое сердце занято? Серьезно? Что это значит? Вот я, женщина, даже с трудом вот угадываю эти эмоции. Или она кокетничает? Пусть это останется секретом. Это шоу-бизнес, конечно, да, конечно. Да. Сейчас скажем, что сердце занято, и все, фанаты прекратятся. Нет. Ну нет, я думаю, что у такой замечательной, красивой девушки Да. масса поклонников. Айгуль, мы знаем, что ты для нас приготовила небольшой сюрприз. Мы тебя сейчас отпустим готовиться. Спасибо. Ну какой может быть сюрприз от певицы? Конечно же, блины жарить будет, да? Да, ну а пока у нас афиша дня сегодняшнего, что интересного произойдет в Казани, в День Святого Валентина. Узнаем мы у кого? Ну, конечно же, у 3-4. У Камилы Хакимуллиной. Смотрим. Всем привет! Сегодня 14 февраля, и с вами Камила Хакимуллина. В День всех влюбленных вы узнаете о самых романтичных событиях, которые пройдут в Казани. Концерт Марины Девятовой. Зажигательные народные песни прозвучат в новой программе одной из самых талантливых молодых исполнительниц русского музыкального фольклора. Ее творчество хорошо известно не только в России, но и во многих других странах мира. Артистки рукоплескали зрителей Европы и Америки. Она удостоилась чести выступать на особом приеме у королевы Великобритании Елизаветы II. Рок-опера «Юнона и Авось». Полная авторская версия Алексея Рыбникова, в которой соединились традиции русской духовной музыки, фольклора, городской музыки, а сюжет об истории любви графа Рязанова и юной испанской Кончиты известен всем. Не пропустите! Музыкальный вечер намечается, ведь, как известно, романтика без музыки немыслима. Предлагаю продолжить в том же духе. Смотрим! Акапелла Raindrops – это не просто голоса вместо инструментов, это качественно новое прочтение всем известной и всеми любимой музыки. 7 человек на сцене искусно заменяют целый инструментальный ансамбль. Широта диапазона и разнообразие голосовых тембров позволяют им исполнять музыку в совершенно разных направлениях и стилях – ритм-блюз, джаз, рок-н-ролл и многие другие. Дискотека из Гевели. Из Гевели позаботится о влюбленных парах. Хотите обновить чувства и укрепить отношения, тогда вам точно стоит провести этот вечер с ним. Песни о любви, зажигательные танцы и особая атмосфера, которая будет царить только в этот праздник, подарит всем позитив как минимум на год вперед. Ждем вас на вечеринке из Гевели. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего. Но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Приятного дня всех влюбленных! Спасибо, Камиле. Светлана, у нас с тобой должок. Вторая половина гороскопа. Внимание. Итак, весы, собравшиеся сделать предложение пассии, своей пассии предложения руки и сердца, могут не сомневаться в том, что их действия будут восприняты благосклонно. Иного в такой день и желать нельзя. Желаю, чтобы все получилось. Скорпионы, у вас часть рабочего времени могут занять посиделки, поздравления, игры, чаепития и другие виды непринужденного общения. Не скупитесь на комплименты и мелкие оригинальные знаки внимания, предназначенные окружающим. Стрельцы, этот день настраивает на романтический лад. Попробуйте послать своей пассии электронное письмо в виде звуковой открытки. Мужчинам-стрельцам сегодня доставит много удовольствия женское общество. Еще бы. У дам удобный случай похвастаться кругом явных и тайных поклонников. Звуковая открытка – это, видимо, в WhatsApp нужно что-то наговорить приятное. Стихи, например. Козероги – это подходящий момент для выбора оригинальных подарков, а также для обновления домашнего интерьера. Обещает этот день стать удачным, обещает стать удачным приобретением модных аксессуаров для грядущего весеннего сезона. Водолеи, у вас прекрасное время для любовных признаний, участия в светских тусовках, общения по интернету. Атмосфера, царящая вокруг вас, способна стереть тонкую грань между дружеской симпатией и любовным увлечением. На эту удочку могут попасться и мужчины, и женщины-водолеи. Ну что ж, мы завершаем нашу программу. Сейчас мы узнаем, что нас ждет завтра в 8:10 на ТНВ в программе «Здравствуйте». Полноценная ли это альтернатива? Плюсы и минусы домашнего обучения.
«Забери меня, мама», маленький Дамир ждет новую семью. Красиво, празднично и весело. Как приготовить оригинальные блины с шоколадной пастой? Итак, это и многое другое завтра в 8:10 на ТНВ. Программа «Здравствуйте». Будем рады вас видеть. Ну а сейчас обещанный сюрприз. Да, наша маленькая звездочка музыкальные сказания Айгуль Валиуллина. Давайте вместе зарядимся хорошим настроением на этот день. Получайте удовольствие. Ничего не предвещало вроде бы, а теперь не понимаю, быть или не быть. Почему не совпадает, в чем секрет? То тебя уже нету, то меня еще нет. Я сегодня словно между двух огней, или на краю обрыва, если быть точней. Не забудь свой зонтик, милый, будет дождь. Я тебе намекаю, а ты никак не поймешь. У меня появился другой, у меня появился другой, у меня появился другой. Ты просил найти выход, а выход только такой. Найти выход, а выход только такой. Это не была ошибкой глупою. Я тебя оберегаю, а себя боюсь. Наихудшее лекарство — это ложь. Я тебе намекаю, а ты никак не поймешь. У меня появился другой, у меня появился другой, у меня появился другой. Ты просил найти выход, а выход только такой. Только такой. Ты просил найти выход, а выход только такой. Что нас дернуть? Мы сидели. Нормально ушли.